Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. В этом году отмечается десятилетие программы местных инициатив в республике, и прокомментировать эту знаменательную дату мы попросили исполняющего обязанности министра финансов республики Ивана Алексеева. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, больше о программе поддержки местных инициатив, когда она у нас появилась в Якутии и какие основные показатели достигнуты к первому юбилею. Да, действительно, реализация программы поддержки местных инициатив началась в 2017 году. Мы в этом году отмечаем завершение первой декады реализации программы. А в 2017 году мы начинали ее в 4 пилотных районах. Это Хангаласский, Усалданский, Верхнеулюйский и Чурапчинский районы, а также в городском округе Жатай. И по итогам 10 лет можно отметить, что мы реализовали практически 3000 проектов на территории республики. Общий объем финансирования составил 6 миллиардов 200 миллионов рублей, из которых 4 миллиарда 400 – это средства государственного бюджета республики. То есть можно отметить тот факт, что на 1 рубль с бюджета мы привлекли порядка 40-41 копейки средств со стороны местных бюджетов, небюджетных источников, это средства населения и спонсоров. И, наверное, сейчас можно сказать, что нет ни одного населенного пункта, где хотя бы один проект был бы реализован. То есть жители республики хорошо знают эту программу. Ну, мы говорим программа поддержки местных инициатив, а на самом деле жители очень ее хорошо знают под аббревиатурой ППМИ. Они говорят ППМИ, и все знают, все участвуют, все знают, как она работает. И очень много, когда мы ездим по территории республики, даже при въезде в населенный пункт, если очень появились красивые аншлаги, с названием населенного пункта, это все в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Давайте расскажем подробнее, как работает механизм программы. Если у жителя есть свой проект, идея, то что ему делать? Само название, что программа поддержки местных инициатив, говорит о том, что люди сами должны проявить инициативу. То есть это инициатива населения, они должны выбрать проект, проголосовать за него и внести этот проект на рассмотрение конкурсной комиссии. То есть когда программа реализовывалась, люди часто высказывали в том духе, что это хорошо, когда на территории нашего населенного пункта реализуется тот или иной проект. Строится школа, ремонтируется дорога, но население об этом узнает по факту. Где-то было принято решение, деньги идут, это хорошо. Но когда люди сами выбирают, что им нужно: отремонтировать дорогу, провести освещение, сделать летний водопровод, построить детскую или спортивную площадку, они сами выбирают, голосуют за нее, выходят с инициативой, то реализация идет по-другому. Люди, во-первых, контролируют строительство лучше, реализацию проекта, а во-вторых, мы по итогам десятилетия можем отметить, что когда проект уже реализован, например, детская или спортивная площадка, то люди уже очень бережно к ней относятся. Они понимают, что это их проект, по их инициативе это было реализовано, и эксплуатация и контроль за его ведением был совсем на другом уровне. И даже тот факт, что когда идет предварительное голосование по тому или иному проекту, у нас по всей территории республики в предварительном голосовании принимают участие в среднем 500-550 тысяч человек. То есть половина жителей населения так или иначе действует в выборе проектов по ППМИ. То есть это куда-то надо идти или все-таки можно сделать электронно? Это можно сделать электронно, это все оцифровано, но у нас очень активны сельские населенные пункты. Там уже люди знают, как делать, главы, очень активны тюльбы наши, ТОСы, они все выходят с инициативой, выбирают проекты. Даже есть очередность, что в этом году реализуется этот проект, в следующем году другой. И люди уже поняли, как эта программа работает. Вы уже отметили, что у нас программа действует по всей нашей республике практически. И есть ли среди них те, которые вы особенно лично хотели бы отметить? Действительно, как я сказал, в 2017 году мы пилоты двигали, потом в 2018 году началась реализация уже на территории всей республики. С 2019 года мы подключили город Якутск, и можно сказать, что уже вся территория республики участвует. Но здесь кого-то особо отметить, наверное, было бы неправильно, потому что активны все. И малые населенные пункты, и городские округа, и арктические северные районы. Мы, кстати, для арктических северных районов сделали отдельное окно, понимая, что им конкурировать с Центральной Якутией достаточно сложно. И для наших коллег с арктической зоны у них отдельное окно, соответственно, конкуренция у них между собой только. Поэтому мы стараемся поддерживать все районы, и могу отметить, что активны все.
Мгм. Действительно радостно отметить, что успехи республики в этом направлении неоднократно отмечались на федеральном и даже на мировом уровнях. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Действительно, в 2018 году наша республика была отмечена международной наградой в Барселоне, в Испании. Кстати, мы единственный субъект, который был отмечен на международном уровне. Программа поддержки местных инициатив или инициативное бюджетирование, оно реализуется практически во всех субъектах страны. И причем во многих субъектах она началась раньше, чем у нас. Но международного признания так получилось, что добилась только наша республика. А на федеральном уровне мы ежегодно получаем те или иные награды. В 2023 году мы вошли в тройку лучших субъектов, были отмечены благодарностью министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Суланова. Ее вручили главе республики Арсению Сергеевичу. Ежегодно наш тот или иной проект, бывает, что это проекты школ, бывает, что это проекты районов, они добиваются федерального признания и получают награды. А что вы считаете причиной такой успешности ППМИ у нас в Якутии? Мне кажется, вот, то, что я уже ранее говорил, то, что население само выбирает, активно участвует в этом, это именно нравится. То, что население, проявляя инициативу, уже может так или иначе поучаствовать в развитии своего населенного пункта. Соответственно, это нравится людям, и благодаря этому проект достаточно успешен на территории нашей республики. Необходимо отметить, что программа у нас в республике продолжает развиваться, становиться все больше и больше. Множество направлений, да, сформированных, скажем так, по запросам жителей. В 2025 году, например, появилась возможность проводить при поддержке ППМИ спортивно-массовые мероприятия. Какие успехи сейчас в этом направлении? Действительно, вот если раньше проекты в основном были направлены на благоустройство, на внешний вид населенных пунктов, то потом мы начали развивать школьное инициативное бюджетирование, то есть те проекты, которые выдвигают уже школьники, наше подрастающее поколение. И здесь вот уже, когда дети защищают проект, они уже со школьной скамьи понимают, что такое бюджет, откуда идет финансирование, у них развиваются навыки финансовой грамотности. И реализовав тот или иной проект в школе, они уже начинают по-другому относиться, тут развивается уже патриотизм. Мы развили эту тему и начали продвигать уже студенческое инициативное бюджетирование. А с прошлого года, понимая, что для того, чтобы проекты, населенные пункты развивались, надо еще проводить массовые мероприятия в области физической культуры и спорта, мы начали проводить такие мероприятия в рамках ППМИ. В прошлом году прошел большой массовый забег здесь, в городе Якутске. Забег наследников Победы, он был приурочен к 9 мая, 80-летию Победы Великой Отечественной войны. В этом году он прошел второй раз. А также в этом году в 3 населенных пунктах, это Сунтар, вот, кстати, в эти выходные он прошел. В мае на этой неделе и в начале сентября в Берлигостях и Горного Улуса будут проходить массовые легкоатлетические забеги. Вот в Сунтаре в субботу провели забег, приняло участие 310 человек, половина дети. Прошло очень великолепно, люди были довольны. И все, вот, кто пробежал определенную дистанцию, они получили памятную медаль, футболку, стартовый пакет. И самое интересное, что организаторы мероприятия, они направили часть денег на благотворительность, на поддержку юных спортсменов. То есть это вот благотворительность, инициатива, все это, когда собрали в едином формате, получилось такое очень хорошее мероприятие. Ну, я уверена, что в дальнейшем ожидается еще большое количество работы, различных реализованных проектов, и цифры будут ежегодно только расти. Ну и, конечно же, нас всех, да, поздравляем, да, с десятилетием реализации этой программы. Спасибо, что были сегодня с нами и поговорили. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи.